Когда в декабре 49-го в Москву приехал вождь китайских коммунистов Мао Цзэдун, во всем мире с надеждой или со страхом следили за тем, что теперь произойдет. После победы народного Китая советские и китайские коммунисты сообща владели уже третью мира. И судьба всего человечества зависела от того, как складываются отношения Сталина и Мао. Что они замышляют вдвоем? И чего можно ждать от нового хозяина Китая, которого в мире еще совершенно не знали? 1 октября 1949 года Мао Цзэдун появился перед огромной толпой на Пекинской площади Тяньаньмэнь и провозгласил создание Китайской Народной Республики. Толпа восторженно кричала: «Да здравствует председатель Мао!». Он взмахнул рукой и ответил: «Да здравствует народ!». И с этого дня загадочный Мао оставался в центре внимания всего мира. При жизни его фигура была скрыта покровом таинственности и благоговения, в значительно большей степени, чем это бывало с китайскими императорами. Его высказывания цитировались с трепетным страхом. И кто мог с уверенностью сказать, что понимает Мао и способен предугадать его шаги? «Жизнь Мао Цзэдуна» – это увлекательный роман о крестьянском сыне из Южного Китая, который поставил перед собой цель завоевать Поднебесную, нашел восторженных последователей, боролся сначала с японцами, а затем с собственным правительством, всех одолел и стал неограниченным властителем страны с миллиардным населением. В декабре 49-го в Москве пышно отмечали 70-летие советского вождя. Мао, как дорогой гость, сидел рядом со Сталиным. Но никто не знал, о чем они договорились. И договорились ли вообще. Ходили слухи, что Сталин не очень доверяет слишком самостоятельному Мао Цзэдуну, что он поддерживал совсем других людей в руководстве китайской компартии, но его главного любимца отравили. И что Мао намерен держаться на особицу, потому что он сам великий вождь. Мао родился 26 декабря 1893 года в крестьянской семье в деревне Шаошань провинции Хунань. Его имя Цзэдун в переводе с китайского означает «сияющий на востоке». Мао обожал свою мать и ненавидел отца. Во время культурной революции говорил: «Мой отец был плохим человеком. Если бы он был сейчас жив, ему следовало бы сделать самолет». Так хунвейбины поступали со своими жертвами. Выкручивали им руки за спиной, а голову опускали вниз. Как это ни странно для вождя революции, Мао был человеком книги, а не действия. Он хотел учиться, много читал, писал стихи. Поздно вставал и с юных лет страдал от бессонницы. Знакомство со снотворными улучшило его жизнь. Он даже сравнил изобретателя снотворных с самим Карлом Марксом. В юные годы Мао был невысокого мнения о своем народе. По своей природе люди в нашей стране инертны, лицемерны, довольствуются рабским положением и полны предрассудков. Страна должна быть разрушена, а затем построена заново. Мао преподавал в школе историю, но не собирался довольствоваться столь скромной ролью. «Такие люди, как я, — говорил он, — в долгу лишь перед самими собой. Мы ничем не обязаны другим. Великие герои становятся могущественными, неистовыми и непобедимыми. Сила героев подобна урагану, вырывающемуся из теснин ущелья, подобна сексуальному маньяку, охотящемуся за своей жертвой. Их не остановить». Дорогу в большую политику ему открыла революция. Мао Цзэдун увлекся коммунистическими идеями и подумал о поездке в Мекку революции Россию. Пытался брать уроки русского у одного иммигранта, но не осилил даже алфавита. Маньчжурская династия Цин правила в Пекине с 1644 года. Маньчжуров было меньше ханьцев, основной этнической группы Китая. Поэтому свержение правящей династии воспринималось как освобождение от власти инородцев. Символическим актом стало избавление от косы, которую носили мужчины. Короткие волосы означали поддержку революции. Косы обрезали принудительно. А маньчжурам еще и отсекали головы. В
Восставшие революционеры писали: «У маньчжура сердце змеи, нрав хищного зверя. Режь монголов и маньчжур, убивай заморских скотов». 29 декабря 1911 года в Нанкине вождя революции Сунь Яцена провозгласили временным президентом Китайской республики. 12 февраля 1912 вдовствующая императрица Лун Юй обнародовала декрет об отречении. В октябре 19-го Сунь Яцен преобразовал Джунхуа Гоминдан, китайскую революционную партию, в Джунго Гоминдан, китайскую национальную партию. Сунь Яцен искал союза с Москвой. Партия Гоминдан дважды пыталась вступить в Коминтерн, но ее не приняли. После кончины Сунь Яцена от рака главой центрального правительства Китая стал генерал Чан Кайши. Чан Кайши побывал в Советском Союзе задолго до Мао Цзэдуна, осенью 1923 года, еще будучи начальником штаба китайской армии. Его принял секретарь ЦК партии Ян Эрнестович Рудзутак. «Мы представители партии Гоминдан», — уважительно говорил ему Чан Кайши, «прибыли в Москву для того, чтобы ознакомиться с Российской коммунистической партией в лице ее Центрального комитета и получить советы для нашей работы». Чан Кайши руководил страной 22 года, пока его не одолел Мао Цзэдун. Коммунистическая партия Китая образовалась с помощью Коминтерна. Советские руководители разрывались между Гоминданом и китайской компартией. Дружить хотели и с правительством, как реальной властью, и с товарищами-коммунистами. В Китай отправили большой отряд военных советников и разведчиков. Они помогали и Гоминдану, и компартии. Эта двойственность определяла отношения между двумя странами. И Чан Кайши то отчаянно нуждался в советской помощи и тогда терпимо относился к коммунистам, то пытался задушить компартию и ссорился с Москвой. В 1927 году Чан Кайши приказал арестовать коммунистов и изгнал из страны советских военных. Правительственные войска расстреливали коммунистов. Погибли тысячи людей. Казнили и жену Мао Цзэдуна Кай Хуэй. В первый раз его женил отец, когда Мао исполнилось всего 14 лет. Невеста была на 4 года его старше. Они пробыли в браке год. В 1910 году она умерла. Американскому журналисту Эдгару Сноу в 1936 году Мао рассказывал: «Я никогда не жил с ней, я не считал ее своей женой и почти не думал о ней». Он женился на Ян Кай Хуэй, дочери своего преподавателя, но со временем утратил к ней интерес. Когда ушел вместе с партизанами в горы, то нашел себе третью жену, Хэ Цзиджэнь, которой было 18 лет. Мао бросил Кай Хуэй, родившую ему 3 сыновей. Она страдала без мужа, постоянно думала о Мао. Передавала мужу квашеную фасоль с красным перцем, любимое блюдо Мао, писала ему стихи. «Я уже много дней не сплю. Я просто не могу спать. Я схожу с ума. Прошло уже столько дней, а он не пишет. Я жду день за днем. Слезы. Если бы только я могла забыть его, но его прекрасный образ, как я люблю его. Небеса, дайте мне верный ответ». Солдаты сняли с расстрелянной жены Мао башмаки и забросили их подальше. Таково было поверье, иначе дух убитой женщины стал бы их преследовать. Когда солдаты ушли обедать, выяснилось, что женщина еще жива. Солдаты вернулись и добили ее. 10 июля 1929 года китайская полиция арестовала советских работников Китайско-Восточной железной дороги, которая находилась в совместном владении двух стран. 6 августа все советские военные силы на Дальнем Востоке были объединены в особую дальневосточную армию. Ее возглавил Василий Блюхер. 16 августа Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Китаем. В октябре начались боевые действия. Перед Блюхером поставили программу «Минимум» – нанести чувствительный удар по Китаю и преподать урок Чан Кайши. И программу «Максимум» – поднять революционное восстание в Маньчжурии и создать там дружественное Советскому Союзу правительство. 7 октября 1929 года Сталин объяснял своему ближайшему помощнику Молотову: отдельные отряды, посылаемые нами в Маньчжурию для выполнения эпизодического характера заданий, дело, конечно, хорошее, но это не то. Теперь надо пойти на большее. Нам надо организовать 2 бригады, главным образом из китайцев, снабдить их всем необходимым – артиллерия, пулеметы и так далее,
поставить во главе бригад китайцев и пустить их в Маньчжурию, дав им задание поднять восстание, занять Харбин, установить революционную власть. Но поднять революцию в Маньчжурии Красной армии не удалось. Пришлось восстанавливать отношения с китайским правительством. Чан Кайши тоже не мог позволить себе полный разрыв с Советским Союзом, где находился его сын Дзян Цзиньго. В 1925 году советские представители уговорили Чана отправить сына в Москву. Назад не отпускали. Сын президента Китая превратился в заложника. А Чан Кайши дорожил наследником. 14 декабря 1931 записал в дневнике: «Я совершил страшное преступление, подверг риску жизнь наследника». На запросы президента Москва отвечала, что его сын вполне счастлив и отказывается возвращаться в Китай. Принято считать, что Компартия Китая всегда держалась особняком, а Сталин не доверял Мао, который хотел быть самостоятельным. В реальности в руководстве Компартии было 3 группировки: старые коминтерновские кадры, выпускники московских учебных заведений и местные партизанские командиры. Сталин не давал ни одной группе взять верх. Компартия 7 ноября 1931 года провозгласила создание Советской Республики. Мао возглавил это непризнанное государство и стал называться на советский манер председателем Центрального исполнительного комитета. Вот тогда подчиненные стали именовать его председатель Мао. Командующий китайской Красной армией Чжу Дэ и секретарь ЦК Чжоу Энлай, будущий глава правительства, хотели избавиться от соперника, отправить Мао на лечение в Москву. Им не позволили. На 7-м конгрессе Коминтерна летом 1935 года Мао назвали знаменосцем мирового коммунистического движения вместе с болгарином Георгием Димитровым, который прославился после неудачной попытки нацистов обвинить его в поджоге Рейхстага. Главным противником Мао был руководитель китайской делегации в Коминтерне Ван Мин, безжалостный и амбициозный человек. Он себя видел руководителем партии. В его аппарате составили справку о Мао для руководителей Коминтерна. Социальное происхождение – мелкий помещик. Сильный работник, агитатор и массовик. Умеет внедряться в гущу массы. Имеет богатейший опыт крестьянского движения и партизанской войны. Есть недостатки. Недостаточно теоретическая подготовка, поэтому легко может совершить отдельные политические ошибки. Ван Мин обвинял Мао в троцкизме и пересылал свои критические послания в Москву через советских военных разведчиков. Но летом 1938 года Москва согласилась на избрание Мао генеральным секретарем ЦК Компартии. С конца 20-х годов, считает профессор Александр Панцов, именно Москва активно способствовала выдвижению Мао. Сталинский Коминтерн поддерживал его и вставал на его защиту, когда кто-либо из руководящих деятелей Компартии Китая выступал против него. Москве и прежде всего Сталину Мао обязан своим возвышением. С начала 30-х китайская политика Сталина стала определяться противостоянием с Японией. Корея была тогда японской колонией, и с ее территории императорская армия пыталась захватить Китай. Японцы полагали, что вправе управлять всем Дальним Востоком и Юго-Восточной Азией. Японский генерал Иване Мацуи, командовавший экспедиционным корпусом в Китае, говорил: «Борьба между Китаем и Японией – это схватка между братьями внутри азиатского семейства. Мы делаем это не потому, что ненавидим китайцев, а потому, что слишком их любим. Это как в семье, где старший брат делает все, что в его силах, чтобы заставить младшего брата вести себя достойно». Старшим братом по праву должен был считаться Китай, куда более древнее государство. Япония многое позаимствовала у китайцев, от иероглифики до чайной церемонии. Но на поле боя китайцы не устояли перед японцами. Это было время колоссального унижения китайцев. Первая мировая война оказалась крайне выгодной для Японии, оставшейся в стороне. Воюющие державы раскупали японскую сталь и текстиль. Окончание войны привело к тяжелому экономическому кризису. Упал спрос на японские товары. Заводы, работавшие на войну, закрылись. Японцы решили, что это заговор, что против них объединился весь мир. Население Японии за полвека увеличилось вдвое. Сельское хозяйство не могло прокормить страну. Идея территориальных приобретений становилась все популярнее. Китай оказался очевидной целью – огромная и плохо управляемая территория.
18 сентября 1931 года японцы устроили взрыв на железной дороге, обвинив в этом китайцев. Это стало формальным поводом для захвата Маньчжурии, которая была в 1932 году превращена в марионеточное государство Маньчжоу-го. Чан Кайши просил Москву оказать военную помощь. Сталин держался крайне осторожно. Писал своим соратникам Кагановичу и Молотову: «Наше военное вмешательство, конечно, исключено. Дипломатическое же вмешательство сейчас нецелесообразно, так как оно может лишь объединить империалистов, тогда как нам выгодно, чтобы они рассорились». Нарком обороны Ворошилов более откровенно выразил эти настроения в письме своему заместителю Яну Гамарнику. «Епошки и мерзавцы, и наглые ловкачи. Китаёзы, идиоты и болваны». Весной 1932-го Советский Союз признал Маньчжоу-го де-факто и разрешил марионеточному государству открыть консульство в Чите и Благовещенске. Маньчжоу-го, то есть японцам, продали и китайско-восточную железную дорогу. Но избежать противостояния с Японией было невозможно, и Китай становился естественным союзником. Теперь Сталина больше интересовала не революция в Китае, а готовность китайцев воевать с японцами. Он поддерживал любого китайского политика, намеренного сражаться. Чан Кайши рассчитывал, что его спасение в огромных просторах Китая. Японцам не по силам оккупировать всю страну. Но 7 июля 1937 года Япония начала полномасштабную войну против Китая. Вскоре японцы взяли Пекин. В августе под Шанхаем разбили 73 из 180 китайских дивизий. Чан Кайши попросил военной помощи у Советского Союза. Он предложил забыть прежние распри и объединиться против общего врага. 26 ноября 1937 года Чан Кайши отправил Сталину телеграмму с просьбой перебросить в Китай Красную армию для совместной борьбы против японцев. Отправлять войска и вступать в прямое военное столкновение с японцами Сталин не хотел. Но ему важно было не допустить капитуляции Китая, заставить Чан Кайши продолжить сопротивление, чтобы у японцев руки были связаны. Сталин выделил Китаю кредиты на льготных условиях, оружие и боевую технику. Чан Кайши получил больше, чем республиканская Испания. За 2 года 904 самолета, 1600 орудий, 82 танка, 14 тысяч пулеметов. К середине 1939 года в Китае находилось 3665 советских военных советников. На стороне китайцев воевало 2000 советских летчиков. Чан Кайши, в свою очередь, прекратил преследовать коммунистов. Гражданская война между Компартией и Гоминьданом приостановилась. Мао Цзэдун получил из Москвы указание признать центральное правительство и передать под командование Чан Кайши Красную армию для совместной борьбы против Японии. В сентябре 1937 года Коммунистическая партия Китая и Центральное правительство подписали соглашение о совместных действиях против оккупантов. Правительство Чан Кайши находилось в Нанкине. В конце ноября 1937-го японские войска начали наступление на город. Наступающих японских войск было 200 тысяч. Им противостояло больше 700 тысяч китайских солдат и офицеров. Оружия и боеприпасов китайским войскам хватило бы на 5 месяцев осады. Но город сдался. В Нанкине были собраны части, сформированные в разных провинциях Китая, где говорят на разных диалектах, и они элементарно не понимали друг друга. Большинство солдат было мобилизовано в армию насильно и не горело желанием сражаться. Если бы Чан Кайши не приказал отступить, и китайские солдаты сражались за город, жертв среди гражданского населения, скорее всего, было бы меньше. Долгая и упорная борьба, во-первых, обескровила бы японскую армию, во-вторых, сбила бы с нее спесь. Японцы побоялись бы вести себя так нагло с китайцами, опасаясь мести. А с теми, кто сдался практически без сопротивления, они не церемонились. Японские военные воспитывались в совершенно иной культуре, где пилотам вместо парашюта вручали меч, где самоубийство предпочтительнее капитуляции. Японцы с презрением смотрели на китайцев, испуганных и неспособных к сопротивлению. Японские солдаты, в отличие от китайских, твердо верили в победу, в превосходство своего оружия и своей стратегии.
Победа в бою достигается не численным превосходством и не материальным преимуществом, а хорошей подготовкой, волей к победе и боевым наступательным духом, говорилось в уставе императорской армии. В императорской армии больше всего ценили упорство, выносливость, умение стойко переносить лишения. В японских школах учителя муштровали учеников как новобранцев, воспитывали в них волю к победе, умение преодолевать свои слабости. Зимой заставляли стоять босыми на снегу, летом бегать до изнеможения. Во Вторую мировую японцы сражались до последнего. У американцев и англичан один сдавшийся приходился на 3 убитых, а у японцев один сдавшийся на 120 убитых. Японский солдат, попавший в плен, считался трусом и подлежал впоследствии суду военного трибунала. «Солдат не сдается в плен», не скрывая своего отвращения, говорили японские офицеры китайцам. «Если солдата побеждают, он должен уйти из жизни. Но никто из вас не сохранил ни капли мужества, чтобы поступить так. У нас нет средств кормить вас. Мы предполагали, что имеем дело с достойным противником. И если мы начнем вас кормить, то лишим горсти риса японского ребенка, который имеет на нее больше прав, чем вы». Японский военный корреспондент Юкио Омата видел, как казнили пленных. Стоявшим в первом ряду отрубили голову. Стоявшим во втором ряду приказали оттащить мертвые тела и бросить их в реку. Потом им самим отрубили головы. Казни продолжались до поздней ночи. За день убили 2000 пленных. На следующий день, устав орудовать мечами, пустили в ход пулеметы. Пленные прыгали в воду, надеясь спастись, но никому не удалось доплыть до другого берега. Вслед за военнопленными настала очередь женщин. «Женщинам досталось больше всех», вспоминал бывший солдат 14-й японской дивизии. «Ни молодые, ни старые, никто не мог избежать изнасилования. Мы отправляли грузовики в город и хватали столько женщин, сколько влезало в кузов. Но на всех женщин не хватало. Распределяли так: одну женщину на 15-20 солдат». Много лет историки и психологи пытаются понять менталитет японского солдата. Как трудно совместить изысканную вежливость и любезные манеры японцев с варварским поведением солдат императорской армии в Нанкине. Почему они себя так вели? Может быть, все дело в самурайских традициях? Сказалось и влияние военной пропаганды и школьное воспитание. Юные японцы должны были осознать, какое это великое счастье – принадлежать к японской нации. В них воспитывали высокомерие в отношении других народов. В японских школах говорили только о храбрых японцах и трусливых китайцах. Сталин старался помешать тому, чтобы Китай перешел под управление японцев. Он одновременно играл на нескольких досках. Помогал центральному правительству Чан Кайши сражаться против японцев и коммунистической армии Мао Цзэдуна воевать против Чан Кайши. Правда, все делалось скрытно. Китайским коммунистам оружие поставлялось через третьи руки. 15 августа 1945-го Япония капитулировала. Это был огромный праздник для Китая. Мало кто знает, какой жестокой была война Японии против Китая. За годы войны и оккупации погибли десятки миллионов китайцев. 95 миллионов стали беженцами. Страна лежала в руинах, и правительству Чан Кайши было не справиться с инфляцией, коррупцией и деморализацией государственного аппарата. Все накопившиеся социальные язвы сметает волна народной такой жокерии. И в этом смысле Мао Цзэдун, он, безусловно, вот человек, который возглавил очередное восстание крестьян против прогнившей династии. Мне кажется, он и сам себя воспринимал именно как новый красный император, который пришел к власти и открыл новую эру. При Чан Кайши Китай, ценный союзник в борьбе с Японией, получил признание как великая держава. Сталин согласился включить Китай в 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих правом вето. В августе 1945 года Сталин и Чан Кайши подписали договор о дружбе и союзе. Некоторое время Москва поддерживала отношения и с Мао, и с Чан Кайши. Тоже пытались сделать Соединенные Штаты. Президент Гарри Трумэн отправил своим личным представителем в Китай генерала Джорджа Маршалла, будущего государственного секретаря. Наивности американцев можно только поражаться. 23 января 1946 года американский посол в Москве Аверил Гарриман разговаривал со Сталиным о Китае.
Сталин внушал послу, коммунисты хотят только одного – как можно скорее ввести в Китае полную демократию. Похоже, он не верил в скорую победу Компартии. Сталин был очень осторожен. Он всемерно помогал Мао Цзэдуну, китайским коммунистам, и деньгами, и вооружениями, и техникой, и всем, чем можно, и специалистами. Но он на всякий случай сохранял отношения с Гоминьданом до последнего. Он добился своего, США практически мало вмешивался в гражданскую войну. Джордж Маршалл невысоко оценивал режим Чан Кайши и благожелательно относился к Компартии, считая ее народной партией. Маршалл верил, что сумеет наладить их сотрудничество. Представители обеих сил подписали соглашение о прекращении гражданской войны, сокращении и реорганизации вооруженных сил, демократизации политической жизни Китая. Секретарь ЦК КПК Чжоу Энлай сказал Чан Кайши, что Компартия готова сотрудничать и участвовать в работе правительства. Джордж Маршалл стал председателем комиссии 3, в которую помимо него вошли представители Компартии и Гоминьдана. Но дальше соглашения дело не пошло. Маршалл безуспешно пытался добиться реального перемирия и создания коалиционного правительства. В январе 1947 года он покинул Китай. Компартия к тому времени контролировала уже треть страны. Полная разруха, полный развал, голод, дикое социальное расслоение, фантастическая бедность людей. И при этом правящая партия Гоминьдан абсолютно коррумпирована. Гоминьдановские солдаты, их армия, грабят собственное население, разбоем занимается. И при этом Гоминьдан еще младший партнер Соединенных Штатов Америки, этих заморских чертей, что очень больно было для китайцев. Китай целый век находился на коленях, до этого был великой державой, центром мира, как они себя считали, да, самой совершенной цивилизацией. И вдруг их поставили на колени и издевались над китайцами. В китайских городах вот висели, например, надписи при входе в европейские кварталы: собакам и китайцам вход запрещен. Помощь Советского Союза позволила Мао Цзэдуну сформировать мощную армию, способную противостоять правительственным войскам. Советское командование передало Компартии все трофейное оружие. Обращаться с ним коммунистов учили десятки тысяч японских военнопленных. Кроме того, коммунистам сдались 200 тысяч солдат марионеточного государства Маньчжоу-го. Их мобилизовали в китайскую Красную армию. Китайцы разочаровались в Гоминьдане. 2 года гражданской войны принесли коммунистам победу. Они говорили, что мы за равенство, что земля должна быть отдана крестьянам, отнята у помещиков, отнята крестьянам, что долой заморских чертей, китайский народ, великий народ. И плюс, то есть те же лозунги, что большевики использовали в 1917 году в России, и народ пошел за большевиками. Вот такие же были лозунги у китайских коммунистов. Но китайские коммунисты еще имели преимущество перед российскими большевиками. У большевиков в 1917 году никакой армии не было, да, их небольшая кучка всего там революционеров. А у китайской компартии была огромная армия, которая в течение там 12-15 лет воевала и с гоминьданами, и с японцами. Огромная, довольно хорошо обученная, состоящая из преданных Мао Цзэдуну крестьян. Мао Цзэдун телеграфировал Сталину. Гоминьдан потерял доверие китайского народа. Широкие массы поддерживают нашу партию. Сейчас обстановка сложилась так, что в течение ближайших 4 лет режим Чан Кайши будет уничтожен. Китай вступил на путь нового революционного подъема. Коммунисты выдвинули идею народной демократии, то есть фактически говорили, что их власть будет более демократичной. Они позиционировали себя как люди, в общем, которые едят только рис, там и ничего у них нет, значит, они такие бедные, вот, и выступают только за интересы народа. В январе 1949 года Сталин сообщил Мао, что стоит за переговоры с Чан Кайши. Мао считал, что врага нужно добивать. Уверенность Мао в себе произвела впечатление на Сталина. Вашингтон предоставил Чан Кайши экономическую и военную помощь на $2 миллиарда, но он проиграл войну. Его правительство бежало из столицы в Кантон. Из всех послов за Чан Кайши последовал только советский.
Сталин, видимо, не верил в окончательную победу коммунистов и не хотел рвать с Чан Кайши. Сталин исходил из того, что Китаем должен руководить Чан Кайши, партия Гоминдан. И не только потому, что он там Мао Цзэдуну не доверял, а просто потому, что он считал, что Китай не созрел для социализма, для коммунизма. Сталину, конечно, не нравилось, что Чан Кайши очень близок к США, и вот он считал, что будет сильная компартия, которая будет оказывать влияние на Чан Кайши и заставлять его сближаться с Советским Союзом. И кроме того, Сталин почему был за то, чтобы у власти оставался Чан Кайши? Потому что за Чан Кайши стояли американцы, и Сталин думал, что если попытаться свергнуть Чан Кайши, его власть Гоминдана, то американцы вмешаются, и будет Третья мировая война, которая абсолютно, естественно, Советскому Союзу была не нужна. Чан Кайши бежал на остров Тайвань, а Мао Цзэдун вновь сделал столицей Пекин, где сам разместился в огромном императорском комплексе Джунанхай. Через месяц после образования Народного Китая Мао телеграфировал в Москву, что намерен посетить Советский Союз. Он хотел приехать на 3 месяца. Первый месяц – переговоры со Сталиным и заключение нового договора. Второй месяц – поездка по Восточной Европе. Третий – отдых и лечение на юге СССР. 6 декабря 1949-го Мао отправился в путь. Он поехал один, без соратника. Возможно, боялся унижений со стороны Сталина и не хотел, чтобы это кто-то видел. А Сталин не знал, как ему вести себя с Мао. Китай слишком большая держава, чтобы Мао можно было командовать как восточноевропейскими руководителями, которых Сталин сам же и назначил. Мао Цзэдун даже позволял себе подсмеиваться над Советским Союзом, говорил, что Советский Союз проиграет войну, или, например, мог себе в присутствии нашего представителя при китайской компартии спросить, и там другие китайцы сидели. Вот, говорит, я из Хунани, из провинции Хунань, мы очень любим красный перец, острый. Вот Сталин может, как я, вот раз и весь перец проглотил. Не может, значит, он не настоящий коммунист. К тому же Сталин получил от Чан Кайши все, что хотел. Договор, подписанный с ним 14 августа 1945 года, был крайне выгоден нашей стране. Советский Союз получил железную дорогу, которая через китайскую территорию вела к Тихому океану. Теперь она называлась Китайско-Чанчуньской, и 2 незамерзающих гавани – Порт-Артур и Дальний. Сталин хотел сохранить военно-морскую базу в Тихом океане и ведущую к ней дорогу. С Мао пришлось договариваться заново. Но полагать, будто Сталин не был рад победе коммунистов в Китае – поверхностная точка зрения. Сталин хотел, чтобы победили коммунисты, но, конечно же, как бы главный человек в мировом коммунистическом движении, он даже и мысли себе, так сказать, не допускал, что Мао Цзэдун может быть равным ему по значимости вождем, поэтому его нужно было выдержать, так сказать, на определенном расстоянии, в холодке, подготовить, понять, что он за фрукт. Те люди, которые были очевидцами событий встречи Мао и Сталина зимой 49-50 годов, были подобны, так сказать, ну, такому спектаклю из театра абсурда. Вот. Это была, конечно, гениальная режиссура и с той, и с другой стороны. Мао заговорил о том, что договор, который Москва заключила с Чан Кайши, китайское общественное мнение считает утратившим свое значение. Сталин его прервал. Сталин не хотел нового договора. Мао был разочарован и разгневан. Он отказался от поездки по Советскому Союзу, заявив, что намерен отоспаться на даче. Мао был очень практичен и видел, что Советский Союз ему очень полезен. Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Мао потерял сон. И не потому, что любил СССР. При этом, когда Сталин просил Мао активизировать военные действия против Японии, Мао этого делать не стал. Но Сталин понимал, для Мао его собственные цели важнее всего, и все равно поддерживал Мао. Министру иностранных дел Андрею Вышинскому Мао твердо сказал, что он все более приходит в убеждение о необходимости заключения нового договора о дружбе и союзе между КНР и Советским Союзом. Необходимость заключения нового договора между нами вытекает из тех совершенно новых отношений, которые сложились между КНР и СССР после победы народной революции в Китае. Кроме того, определенная часть китайского народа, как известно, выражает недовольство существующим сейчас между Китаем и СССР договором.
Андрей Вышинский возразил, пересмотром договора могут воспользоваться американцы или англичане, чтобы нанести ущерб интересам и Советского Союза, и Китая. Это нежелательно и не должно быть допущено. Мао неопределенно ответил, это обстоятельство, несомненно, должно быть учтено при определении формулы для решения данного вопроса. Все это была проба сил. Сталин и Мао прощупывали друг друга, проверяли на крепость, ждали, кто уступит первым. Мао называл Сталина своим учителем. Со Сталиным у него было больше общего, чем с императором. Сталин с конца 20-х поддерживал Мао и помог ему подняться на вершину власти. Сталин исходил из того, что Компартия Китая нуждается в жестком и властном правителе. Сталин не мог позволить себе поссориться с Мао. Вечером на дачу к Мао приехали Молотов и Микоян. Они сообщили китайскому вождю: Советский Союз готов заключить новый договор. Начальник охраны Ван Дунсин пометил в дневнике: у Мао особенно хорошее настроение. Договорились, что советский военный флот остается в Порт-Артуре, но отказывается от прав на порт Дальний. Железной дорогой пока что руководят совместно советские и китайские работники. Потом все советское имущество переходит к Китаю. Договор был выгоднее для Китая, потому что подтверждал его суверенитет и обеспечивал экономические интересы. Зато решилась проблема Монгольской Народной Республики, которую признавал тогда только Советский Союз. На китайских картах Монгольская Народная Республика значилась как внешняя Монголия, а внутренняя Монголия входила в состав Китая. Но Мао со скрипом согласился признать независимость Монгольской Народной Республики. Сталин видел в Мао человека, который построит в Китае коммунизм. Даже когда у них были разночтения, когда Мао противоречил Сталину, советский вождь злился, но никогда не разрывал отношений. Хотя, судя по всему, Сталин не очень доверял Мао Цзэдуну. Опасался, что китайский вождь вслед за югославским лидером Иосипом Броз Тито отдалится от Москвы и поладит с Западом. В 1957 году Мао рассказывал новому советскому министру иностранных дел Андрею Громыко. Сталин обвинил его в том, что в Китае коммунизм является националистическим, что Мао Цзэдун, хотя и коммунист, но настроен националистически. Соединенные Штаты незримо присутствовали на переговорах двух вождей. Сталина мучили сомнения. Почему американцы все-таки не отправили свои войска на помощь Чан Кайши? Не потому ли, что между китайской компартией и американским руководством существует тайная договоренность? Но в холодной войне Сталину было жизненно необходимо, чтобы народный Китай оставался на его стороне. В следующей серии «Бомба для председателя». Кто помог Китаю получить ядерное оружие? Почему поссорились Хрущев и Мао Цзэдун? И действительно ли Мао не боялся новой мировой войны?